приветствует Институт развития образования. Мы являемся одним из операторов приоритетного национального проекта Министерства просвещения Российской Федерации «Шахматы в школу». И сегодня в нашей студии присутствует президент Шахматной Федерации Республики Коми Владимир Борисович Акулин. Также Иван Николаевич Куклин, педагог дополнительного образования школы номер 26 города Сыктывкара. И у нас на прямой линии находятся наши регионы. Это Андрей Федорович Казинец, учитель СОЖ поселка Ухтын, и Наталья Степановна Тимушева, учитель Ижемской школы. Также мы знаем, что нас смотрит Устильма, и надеемся, что и другие муниципалитеты Республики Коми. Мы надеемся, Усинск, что у вас будут Усинск, да, Воркута, Ухта. Вот они все нам дали обратную связь, что будут также присутствовать онлайн. Мы надеемся, что у вас будут возникать вопросы, поскольку наш сегодняшний круглый стол посвящен промежуточным итогам реализации этого проекта в Республике Коми, а также тем задачам и тем проблемам, которые у нас на сегодняшний день возникают. Я слово передаю Владимиру Борисовичу Акулину. Значит, вот что касается развития шахмат на территории Республики Коми, именно в образовательных учреждениях, школах. Вот. На сегодняшний день это, я считаю, очень хороший и позитивный проект, который реализует Российская шахматная федерация совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. И вот мы, как заинтересованные лица, педагоги доп. Образования, директора школ, на сегодняшний день занимаемся реализацией этого проекта на местах. В данном случае вот в Республике Коми. Если мы возьмем во внимание, какие существуют проблемы, то одна из основных проблем – это приобретение инвентаря для работы шахматной литературы, повышение курсов квалификации для педагогов. Также я хочу сказать, что необходимо и большая в этом есть необходимость привлечь к этому вниманию директоров школ. Вот. Поскольку мне кажется, что в большей степени и директора школ заинтересованы в этом. Вот. Хотелось бы, может быть, каких-то подвижек именно от директоров школ с пониманием того, что все-таки шахматы приносят какую-то пользу для непосредственно детей в их образовательных учреждениях. Вот. Ну и хотелось бы, скажем, какой-то встречной, активной позиции. Также мы предлагаем, значит, принять участие в благотворительном фонде Елены Геннадьевны Тимченко. Этот фонд предоставляет на бесплатной основе шахматную литературу, инвентарь. Вот. Но нам нужно для этого активно от лица всей республики поучаствовать в том проекте, который они предлагают. А для этого нам необходимо, значит, ввести в школах ставки педагогов, ввести поурочное ведение шахмат, что очень важно для них. То есть мы с большей перспективой на то, чтобы выиграть в этом, значит, проекте необходимые средства для приобретения инвентаря, вы должны в свою очередь, значит, организованно как можно большим количеством школ принять участие. Основные факторы, скажем так, это должны быть ставки педагогов в школах и должно быть поурочное введение в школе этого кружка. Ну, имеется в виду занятий шахматных. Ну вот, если есть какие-то вопросы, то можем на них ответить. Что касается участия фонда, имеется в виду наше участие Республики Коми в благотворительном фонде Елены Геннадьевны Тимченко.
Да, уважаемые коллеги, обязательно задавайте вопросы через наш чат. Мы в течение круглого стола будем просматривать, есть ли какие-то вопросы, и Побольше, отвечать. если чат будет побольше, шрифт. А чат сейчас вообще пока выключен. Нету, да? Да, сейчас вот включат, да. Поэтому мы ждем ваших вопросов, уважаемые коллеги. Прямо под ссылочкой на трансляцию, под видеозаписью вы можете писать нам. И вот вам показывают, да, куда надо нажать, чтобы вы могли подключаться и задавать вопросы в чате. Но мы пока продолжаем. И слово мы предоставляем Наталье Степановне Тимушевой, учителю Ижемской школы. И просим рассказать опыт, да, который есть в Ижемском районе, в Ижемской школе, как вы, собственно, работаете с детьми, с какими сталкиваетесь сложностями, может быть, в своей работе, ну и какие у вас есть предложения. Наталья Степановна. Давайте, да, мы попробуем позвонить тогда. Добрый день, Наталья Степановна. Вы меня слышите? Мы вас слышим, мы вас не видим, но мы вас хорошо слышим. Я почему-то вас тоже не вижу. У нас камера выключена сейчас, да, Сейчас чтобы... вы видите Вот, меня, да? да, сейчас мы вас видим. Здравствуйте, Наталья Степановна. Да, очень приятно вас видеть и слышать. Добрый день всем. Здрасте. Меня зовут Наталья Степановна. Я работаю в Ижемской школе учителем математики. И уже где-то с 2008 года веду шахматный кружок. Наталья Степановна, пожалуйста, выключите звук на вашей трансляции, иначе вы будете постоянно слышать себя, это вас будет сбивать. Звук на трансляции там внизу, значок громкости. Сейчас вы меня слышите, да? Вот, мы вас замечательно слышим. Я их не слышу. Мы вас замечательно слышим. Так, начали мы с того, что приносили свои шахматы из дома и использовали свои книги из своей библиотеки домашней. Вот. Например, у всех, наверное, есть такая книга «Малыши играют в шахматы» Гришина. Ну, такая в сказочном сюжете для первоклассников, она полезна и интересна. Потом у меня, например, была книга Майзелис «Шахматы детям». Вот я их использовала в начале своей работы. А потом, когда мы стали выезжать на соревнования, мы приобрели уже новый какой-то опыт, новые книги, задачники. И это, например, сборник Иващенко шахматных комбинаций. Мы поняли, что, оказывается, нужно решать задачи, кроме того, что знать теорию. И причем задач надо решать очень много. Ну, вот это старая советская книга, возможно, она у многих есть. Потом использовали книгу и задачи Чепижного. Потом приобретали популярные книги Конотоп, мат в один ход. Потом у него есть книги, тесты для начинающих, для шахматистов третьего разряда, второго разряда, первого разряда. Вот эти книжки мы используем тоже в своей работе. Вот. И сейчас вот второй год я уже веду по новой программе, которая появилась в издательстве «Просвещение», «Шахматы в школу». И мы в прошлом году приобрели книги «Шахматы в школе» для первого класса, вот, и «Шахматы в школе» для второго класса. Вот в этом году мы второй год уже со староклассниками занимаемся по этим книжкам. Конечно, очень хорошая книжка, благодарность большая авторам этих книг, потому что
Тут в этой книге собрано все. Книга хороша тем, что можно не использовать другие книги. Тут есть и история шахмат, и теория, и задачи, и к этим книгам идут рабочие тетради, и программу бесплатно можно скачать. Поэтому я всем рекомендую работать по этой книжке. Вот. Мне она, например, очень нравится. Вот. И по этой программе «Шахматы в школе». Вот. Первый инвентарь мы приобрели, поучаствовал в гранде от Лукойла еще в 2011 году. Я выбираю шахматы вместе с сыктывкарскими командами. Выиграли грант, попали в десятку лучших проектов Республики Коми и закупили первые 10 наборов шахмат и 5 часов, по-моему. Вот. Потом позднее заключили договор с администрацией района, закупили еще шахматы. Вот. Ну и не только для Ижмы, и для других школ района. Благодаря тому, что мы проводили в летний период учебно-тренировочные курсы в Красноборе и в Ижме для детей во время летних каникул. Интерес, конечно, детей и родителей растет с годами. Вот. С каждым годом их становится все больше. И школ, которые ведут шахматный кружок, тоже прибавляется. Но проблемы, конечно, есть. У нас шахматы ведутся не как учебный предмет. У нас, например, в школе ведется как курс внеурочной деятельности. Ну и, конечно же, у нас уже есть достаточный опыт. И хотелось бы сказать, что это позволяет по достоинству оценить эффект воздействия шахмат на развитие детей. Да, большое спасибо, Наталья Степановна. Очень интересно, да. Благодарим вас за ваш энтузиазм, да. Сразу видно всей республики, насколько вы заинтересованы лично, в том числе, да, чтобы этот проект продвигался и был успешен. Спасибо вам за вашу работу. Владимир Борисович вот тоже, наверное, хотел что-то еще сказать. Да, я, значит, хотел бы вот поблагодарить Наталью Степановну за ее вот такую активную позицию. Вот. Человек очень заинтересован, с энтузиазмом относится к данному направлению, шахматному направлению. Вот. И, ну, просто очень хороший человек. Да, благодарим, Наталья Степановна, желаем вам дальнейших успехов и творческих, и, значит, в работе с детьми. И надеемся, что будут у нас встречи, да, и с шахматной федерацией, что мы будем видеть ваших детей, которые вы будете привозить на конкурсы, да, Владимир Борисович? Вот, и ваши дети будут участвовать и побеждать в этих конкурсах. Большое спасибо. И теперь слово мы предоставляем Андрею Федоровичу, учителю СОЖ поселка Вухтым. Андрей Федорович Казинец также ведет шахматный кружок, да, там в школе. И, собственно, мы просим поделиться опытом, как это идет у Андрея Федоровича. Саша, может, его тоже самим позвонить? Что-то оно зависло потом в конце. По-моему, да. Так, ну, давайте, да, пока. Давайте тогда, может быть, расскажем. Ивану Николаевичу давайте слово сейчас. Да. Я Да. могу. Да. Что, уважаемые коллеги, ну пока у нас подключается Андрей Федорович, мы даем слово Ивану Николаевичу Куклину, педагогу дополнительного образования школы номер 26 города Сыктывкара. Добрый день. Ну, в принципе, что и сказать-то. Расскажите, Когда как вы работаете? заниматься? Да. 2 года назад начал заниматься. Первые классы взял. В принципе, неплохо. Удивило то, что много детей заинтересованы, хотят заниматься шахматами. Ну и из проблем, конечно, это то, что не хватает материала. Ну,
и опыта, грубо говоря. Опыта набирался в основном в интернете, книжек мало, литературы мало, то есть покупать все это все время, средства и так далее. В основном все из интернета бралось, и задачки какие-то решались первоначальные. Ну, в принципе, развивается это все хорошо, я вот смотрю. Поэтому второй год мы набрали уже и старшее звено, и занимаемся достаточно плотно, интересно. Но я думаю, что со следующего года начнем куда-то выезжать на какие-то соревнования. Я думаю, что первые соревнования это городские, наверное, какие-то Ну, будут. да, естественно. Но вначале, конечно, мы вот сейчас новогодний турнир проведем небольшой, посмотрим, как это все будет. С вашей помощью, наверное. Но я могу предложить провести какую-то матчевую встречу, скажем, Центра образования номер 35 и, скажем, вашей школы. Как вариант, было бы замечательно. Можно так сделать будет. Но это ближе туда, к концу, к 20 Ну, может быть, да, перед Новым годом. Ну, или на январских каникулах это можно. Что мало, конечно, вероятно, Ну что разъедутся все. да, скорее всего. А так, в принципе, в целом очень радует то, что дети стремятся, развиваются. И не только младшие там и родители как будто их пинают вроде бы, а и старшее звено сами хотят заниматься, и в принципе это достаточно интересно. Главное, чтобы, конечно, материал давалось, чтобы не получилось так, что ученики превзошли своего учителя. Ну, рано или поздно это будет. будет, да. Да, и поэтому нужно будет вот тех, которые появятся такие одаренные, способные, может быть, уже надо будет их перенаправлять в те спортивные школы, которые у нас есть в Сыктывкаре, те, которые педагоги уже, скажем, имеющие опыт больший, которые справятся с этими агрессорами, которые от вас выйдут. Да, Вот. это вполне естественно. Есть парочка таких, ну и в принципе есть ребята, которые занимаются уже в Северной Олимпии и Мгм. приходят к нам только показать свое мастерство. Мы их немножко Ну, осаживаем чуть-чуть. И в принципе, ну им становится тоже интересно. Более сложные задачи какие-то мы решаем, более что-то и они нам подсказывают, в принципе. Поэтому мне интересно. Вот в своей практике и в своем опыте я хотел бы поделиться тем, что те дети, которые вот более способные, более, значит, это что, модем? Скинуть не стоит. А. Не грузится. Не грузится. И у меня, кстати, тоже связь нет. Значит, я хотел вот что сказать, что можно и нужно использовать их опыт этих детей и, значит, пытаться их привлекать как педагогов. Что и делается, да. Да, то есть ребята, тут смотришь на них, они рассказывают какие-то и помогают решать задачи, и почему, и мы вместе с ними обсуждаем это и думаем, и в принципе всех задействуем. Получается такая небольшая дискуссия, и всем интересно. Ну, это неплохо, конечно. Опыт и от детей дается неплохой. Вот, в принципе, наверное, и все. А вот у меня вопрос. Каково отношение директора вашей школы? У вас есть инвентарь? Когда вы его приобрели? Есть ли шахматная литература какая-то? Литературы нет как таковой. Инвентарь есть, но так себе качество, я скажу, если можно так выразиться. Хотелось бы, конечно, Обновлять, хорошие доски. да. Есть в минимальном количестве, есть гроссмейстерская красивая, хорошая доска, на которой все хотят играть, но она одна. Угу. А демонстрационная доска есть у вас? Нет кабинета такого. То есть бывает часто проблема с кабинетами, то есть перебегаем Из кабинета в кабинет, да. То есть младшее звено в одном месте, старшее в другом. В принципе, в идеале бы, конечно, да, кабинет. Иметь класс? Иметь свой класс, да, чтобы ты пришел в него, перед уроком подготовился, что-то где-то прорешал, материалы и так далее, все разложил по полочкам, чтобы было красиво. Это, конечно, в идеале. Но в данный момент тяжело это все реализовать. Поэтому стремимся, не знаю, будем... А вот интерактивные доски, может быть, есть в классах? Есть в двух классах интерактивные доски, но пока их не использую, потому что они в начальном звене, и туда попасть в эти кабинеты практически нереально. Ну, с шахматами. Сложно, Да, поэтому пока что приходится. Ну, в принципе, на начальном уровне, на уровне вот обучения пока справляемся нормально. Но буквально еще полгода, и уже детям нужно будет что-то вливать новое, интереснее, благодаря литературе. Ну, в принципе, в интернете, говорю, можно найти
еще что-то такое более-менее. Но, конечно, нужно и самому совершенствоваться. Ну вот я могу сказать, что есть очень хорошая шахматная программа. Программа это Абрамова. Вот если, скажем, я вам скинул, Александр, да? Да, да. Там есть шахматы, так сейчас. Шахматная Вот. планета, да. И вот, значит, вот есть такой человек, Сергей Абрамов. Значит, он является, значит, таким очень большим энтузиастом. Он, значит, разработал такую хорошую программу для школ, значит, где педагог может задавать... Сейчас, секундочку. Говорите, следующий слайд, Александр. Так, подождите. Значит, если можно на следующий слайд перейти. Значит, почему шахматы? Доказана польза в образовании, развитие логики, визуализации, прогнозирования, дисциплинирует, важно играть по правилам. То есть, как бы, вот шахматы дают некоторую, значит, способность человека к саморазвитию. Вот я бы так коротко бы обрисовал, да. И если мы перейдем дальше на следующий слайд, то в процессе игры люди, значит, научатся осуществлять свои действия на шахматной доске, и при этом, при всем, значит, этот опыт будет накапливаться. Вот. Но я в целом бы хотел сказать о той шахматной программе, которую Сергей Абрамов разработал. Данная программа чем хороша? Что практически все есть для того, чтобы педагогу, значит, ввести кружок в школе. Если есть, конечно, компьютерный класс, что, скажем, вот я так понял, что проблема заключается в том, что из класса в класс вас гоняют, и вряд ли у вас есть компьютерный класс. Ну да, конечно. Вот. Но если, скажем, вот мы бы договорились с директорами школ о том, чтобы предоставляли своим педагогам, которые занимаются шахматами, компьютерные классы, для того, чтобы дети могли там заниматься именно вот по этой шахматной программе, про которую я бы хотел рассказать и показать. Только презентацию почему-то я не могу. Сейчас, секундочку. А, видит ее, да? Ну нет, немножко, я немножко не то дал, видимо. Давайте, знаете, как может быть, чтобы ее было видно. Я вам сейчас ссылку скину на шахматный всеобуч, на флешку. Ну, давайте на почту сейчас я скину. Минуточку. Да, ну, Иван Николаевич, интересно, да, вот то, что вы говорите, что есть сложности с литературой и с оборудованием, с инвентарем, но вот также мы сегодня просили Владимира Борисовича затем рассказать нам о том, что у нас в республике есть уже довольно устойчивые модели, как школы решают этот вопрос. Да. Это модели, конечно, здесь очень много строится на инициативе молодых педагогов. Да. Мы очень рады, что вот вы на себя берете такую инициативу. И, собственно, так же, как и Наталья Степановна Тимушева, да, мы видим, что действительно на вот такой инициативе на сегодняшний день у нас в основном этот федеральный проект и реализуется. Но вот об этих моделях также Владимир Борисович нам немножко расскажет. Значит, вот я говорил о том, что можно поучаствовать всеми школами Республики Коми в проекте фонда Тимченко, да, но вот есть еще возможности, значит, как приобрести инвентарь. То есть мы непосредственно можем выйти, да, на директора школы, это один вариант. Значит, на управление образования это естественно, да, они сами будут выходить. Значит, при этом, при всем, значит, вот если мы возьмем во внимание Ижемский район, да, то управление образования, управление спорта данного региона нашей республики, значит, очень активно играет, вернее, очень активно, значит, занимается тем, что, допустим, район заключает договора социального партнерства с теми компаниями, которые добывают, скажем, нефть в районе, да, и эти компании, значит, выделяют средства. И вот посредством этих вот финансов, да, мы смогли приобрести шахматный инвентарь практически во все школы Ижемского района. Ну, может быть, за редким исключением, где-то там нет
шахматного инвентаря, но это уже наша недоработка того, что мы не обращались в район, в администрацию района. Мы ежегодно давали заявки, и район нам как бы возмещал это все. Также, скажем, вот если мы берем во внимание Усинск, вроде бы как и нефтяная компания, в смысле район такой очень сильный, да, но там есть человек, родитель, кстати, вот одного из ребенка в школе, который, скажем, приобрел инвентарь, причем достаточно такой хорошего качества инвентарь, и на весь класс. То есть как бы вот можно собрать родительский комитет, скажем, выяснить в первую очередь, какова стоимость инвентаря, и через родительский комитет повлиять на появление инвентаря уже в школе, в классе. Там. Я думаю, что если мы раскидаем там на несколько первых классов, то инвентарь будет приобретен ну, буквально за какие-то небольшие родительские взносы. То есть это как вариант. Вот. Значит, вот здесь я хотел бы вам показать проект, презентацию Сергея Абрамова на шахматной планете, да. Вот очень хороший ресурс в этом плане. Сейчас он скачается. Там есть все для того, чтобы вести занятия, контролировать, каковы возможности ученика, на каком этапе он стоит. Вот. Можно формировать занятия для более одаренного или менее одаренного ребенка, да. Можно, значит, проводить соревнования как внутри класса, причем на удаленном доступе. То есть мы можем, скажем, если ребенок болеет и сидит дома, имея связь, интернет, то как-то вести с ним занятия, да. При этом, при всем, значит, можно проводить соревнования и ну, на удаленном доступе между школами. То есть практически выезжать никуда не надо. И если мы, скажем, эти компьютерные классы организуем, вот, значит, вот такая, значит, программа. Сейчас вот звук должен заработать. Представляем вам проект «Шахматное образование. Виртуальные классы». Это набор готовых инструментов для проведения занятий по шахматам. Давайте кратко ознакомимся с функционалом. Учитель может создавать учеников, группировать учеников по классам, уровню знаний или по любым другим критериям, создавать урок и задавать тему урока. Ученики присоединяются к уроку, смотрят теорию и решают задания по выбранной учителем теме. Процесс обучения проходит в легкой для восприятия игровой форме. Учитель может воспользоваться готовыми материалами по теории и практике для проведения урока. Весь материал урока, теория и практика уже составлены, наглядно анимированы и озвучены. Благодаря этому проводить урок может учитель, который не обладает глубоким знанием шахмат. Вот краткий пример, как проходит теоретическая часть урока. В шахматной игре каждый игрок управляет войском из шахматных фигур. Сегодня вы узнаете, какие это фигуры. Итак, в игре принимают участие следующие виды фигур. Король. Так выглядит белый король. Так выглядит черный король. Ферзь. Так выглядит белый ферзь. Так выглядит черный ферзь. Ладья. Так выглядит белая ладья. Так выглядит черная ладья. Слон. Так выглядит белый слон. Так выглядит черный слон. Конь. Во время урока учитель может наблюдать за ходом решения и смотреть статистику по каждому ученику и по всей группе в целом. Давать преуспевающим ученикам задания повышенной сложности. Переписываться с учениками при помощи чата.
После окончания урока учитель может давать домашнее задание ученикам и проверять, как они с ним справились. Наш проект прекрасно подходит для проведения занятий в школах и шахматных кружках и для проведения дистанционных занятий. В проект также входит игровая зона для проведения дистанционных турниров по шахматам между школами на районном и городском уровне. Использование игровой зоны позволяет школьникам участвовать в регулярных шахматных турнирах из компьютерного класса своей школы. Благодаря этому упрощается организация турнира. Нет необходимости в поездке в шахматный клуб и сопровождении участников на турнир. Дистанционные турниры даже более наглядны, чем очные. Для школьных турниров отображаются текущие результаты в командном и личном зачетах. Участники, родители и преподаватели могут следить за ходом каждой партии в режиме реального времени. Сыгранные партии автоматически анализируются с указанием допущенных ошибок. При наличии веб-камеры оппонент, зрители и судьи могут наблюдать за каждым компьютерным классом, из которого ведется экран. Для использования игровой зоны не требуется ничего скачивать и устанавливать, достаточно только иметь доступ в интернет. Благодарим за внимание. Ну вот мы с вами посмотрели эту программу. Я думаю, что она, с моей точки зрения, очень хорошая. И вот, к сожалению, эта компания продает эту программу. Вот, ООО Dive. Она стоит порядка 9000 рублей. Но я больше чем уверен, она окупится со сторицей. То есть 9000 по отношению к тому, какие мы планы строим на эту программу, это значит, просто, можно сказать, недорого. Значит, вот, подождите, а мы еще хотели, там второй у них был пункт. Ну, сейчас, пока вот грузится программа, на Абрамова надо выйти еще раз. Абрамов и вот, еще раз на Абрамова нажать. На Абрамова нажимаем. Так, это, подождите, это не то, так. Мы же, подожди, да, мы в браузер какой заходили, этот? Да. Значит, вот здесь Абрамов. Сейчас опять скачать. Да, придется. Можно было в загрузке сразу. Так, ага. Вот надо в Абрамова зайти. Еще раз. Ой, подождите. Да, все правильно. Не вижу. Это да. Так, это мы смотрели презентацию озвученную, да. А сейчас мы вот презентацию как бы посмотрим в фотографиях. Оно и есть, да, получается. То есть идет тут описание программы. Так. Ну, тут с гаджетов со всех можем, да, не только с компьютера. Не только можно, да. Вот самый вот удобный момент, это вот на сегодняшний день практически все обладают дети телефонами, причем с интернетом. В принципе, это вот самый, мне кажется, такой вот момент, когда можно контролировать ребенка даже вот посредством телефона. Да. Это очень удобно, несмотря на то, что многие родители против этих гаджетов. Но если он будет использоваться как учебный ресурс, да. Родители не будут против. Да, я тоже так считаю. То есть как бы у меня ребенок тоже с этими гаджетами, но смотря что он делает, да, и чем занимается, да. Вот. Я думаю, что это очень хорошо. Вот. Я хотел бы вас еще познакомить еще с одной шахматной программой, которую практически, вот я, например, в 35-й школе занимался с детьми целый год, имеется в виду 9 месяцев, да,
Вот, шахматная программа, она называется «Динозаврики учат шахматам», ну или играют в шахматы. Сейчас она должна загрузиться, да? Целый год. Ну, 9 месяцев. Я не имел в 35-й школе ни инвентаря, ничего. С некоторыми проблемами, значит, то есть они уже нас не слышат, получается. Или слышат. Выберите ваше имя и введите новое. Выберите мальчика или девочку. Он все равно снимет. Значит, вот данная программа чем хороша, что изначально, значит, идет выбор того человека, мальчик ли это, девочка ли это. То есть, как бы, если мы выбираем, допустим, девочка, то в любом случае, значит, появляется тоже яйцо, откуда рождается этот динозавр. Появляется педагог, вот он сейчас появится. И вот хочу сказать, что данная программа очень хорошо протестирована мной лично, как в обычных школах, так и в коррекционных. То есть дети с удовольствием смотрят с открытыми ртами и занимаются по этой программе. Кто это у нас тут? Для начального звена, для первых классов это просто кладезь. Шахматам, потому что педагог, не обладающий вообще никакими знаниями шахматами, может сам научиться играть. Вот я хочу сказать небольшое отступление. Вот выступала Наталья Степановна Климушева. У нее младший сын, тебе нужно Иван, быть не только он, значит, научился играть где-то в 3,5 года посредством вот этой программы. Я смогу тебе То есть самостоятельно, тогда Наталья Степановна практически не была таким, как сейчас, опытным педагогом, то вот она, значит, начинала, можно сказать, практически и тоже с нее. И вот, значит, если мы обратим внимание, есть такое понятие, как уроки. Значит, здесь можно... Самое интересное, что в этой программе, значит, мы не можем, значит, перейти, например, к рокировке, не пройдя там первого занятия. То есть нас компьютерная программа заставляет пройти начальный этап. В порядке, девочка. То есть вот доска, например, то есть все очень грамотно, очень все так красиво. Даже есть такие вещи, которые детям очень нравятся. Вот это шахматная доска, где так, как бы это нам вперед. На ней 8 столбцов. Надо проходить этап, понимаете, то есть как бы показать программу не могу, но вот сейчас попробуем по-быстрому ознакомить вас с этой программой. Но вот динозаврик показывает, что есть черные клеточки, есть белые клеточки, что их, значит, одинаковое количество. Доску нужно что доска по отношению к играющим должна быть правильно расположена, левый нижний угол должен быть черная клеточка, сейчас в данном случае доска лежит неправильно по отношению к играющим. Потому что в правом нижнем углу находится темное или черное поле. Очень все доходчиво и очень интересно детям смотреть, когда проходит какой-то этап, и динозаврик подрастает. То есть он может расти. То есть это очень интересно для детей, детям. Это игра, значит, здесь показывается, какие фигуры называются, ну и полностью их название, другой игрок командует черными фигурами. Расстановка, да. Игроки делают ходы по очереди. Тот, у кого белые фигуры, я знаю, что у него сыну, наверное, уже лет 5, и он тоже где-то примерно там. Но я жду его, когда он придет в Центр образования. Сейчас, девочка, давай немного рассмотрим эти фигуры. У каждого игрока есть по 2 фигуры в форме замка, которые называются ладьи. Начинают игру. Динозаврики ходят, бегают, пугают детей, и вот этот вот ажиотаж, который вокруг этой игры в процессе, значит, возникает, когда динозавр начинает пугать детей, некоторые боятся. Но я думаю, что здесь нужно сделать просто хитрый ход.
какой-нибудь придумать, и чтобы ребенок больше не боялся. Которые называются слоны. И снова у каждого игрока есть по Потом два на слона. перешли. Ну, надо просто пару раз, чтобы У тебя съели, каждого чтобы это игрока было не страшно. есть Да, ферзь. да, да. Это большая фигура Это с было короной на достаточно верхушке. интересно, конечно. Как мы увидим позже, это самая меня вот, сильная например, ребенку фигура в скоро твоей 7, армии. Белый Он тоже ферзь с удовольствием в начинает эту игру, программу стоя играет. на белом Но поле, я хочу сказать, рядом что со своим во многом слоном. зависит В то от время как того, черный ферзь как начинает подать игру, информацию стоя на ребенку. черном поле, Если рядом со своим слоном. Король – это большая ошибочно, фигура то с ребенок крестом на верхушке. как У отражение каждого пойдет, что ли. игрока есть по одному королю. Это вот Короли располагается, начинают где игру, какие фигуры, стоя как рядом со называется, своими до сих пор вот ферзями. идет. Значит, вот когда фигуры все выяснили, значит, И, пешки наконец, появились. впереди То есть всех каждая этих пешка больших фигур стоит имеет ряд свое из место, 8 имеет свой пешек. адрес Это там. маленькие ребята, которые выглядят совершенно У безобидно, черных, то есть но они показывается могут то, проделывать что игра один очень равная. Вот я, удивительный например, и шахматами особенный занимаюсь трюк, уже почти который я 40, покажу тебе немного где-то позже. примерно 3 года. И занимаюсь ими с первого Итак, класса, ну так или девочка, иначе на ты разных можешь этапах. найти 4 ладьи? Значит, вот здесь в данном случае Используй свою просит мышку, динозаврик чтобы показать, кликнуть на них, когда ты их найдешь. где находится ладья. Вот я, например, нашел ладью, она взорвалась. Детям это очень нравится. Вот я опять нашел, допустим, ладью, а она опять вот А взорвалась. где 4 коня? Сейчас просят Кликни на найти них. коней. Вот я нашел коней, звук, когда вот это все очень красиво, интересно. А где находятся теперь 4 слонов. слона? Кликни на них, когда То ты их есть найдешь. ребенка как бы ведут А по игре. теперь, девочка, можешь ли пешки. ты кликнуть на все 8 белых пешек? То есть это на самом деле как бы увлекательно. А где 8 черных пешек? Кликни на них, когда ты их найдешь. Мышкой работать. Ну, Ну, дети этому очень ох, быстро нет. учатся. На самом, да. Планшете где-нибудь вот А такое сейчас было давай бы посмотрим, вообще. сможешь ли Ну ты вот у меня, найти например, двух кран- На ферзей. планшете это Кликни. не устанавливается игра? На И, планшет наконец, нет. кликни Нет. на К двух сожалению, на королей. планшете она не идет. Но может быть где-то Это конец урока. Ух ты, Ну вот посмотри, мы прошли ты уже растешь. уроки, да, идем дальше. Значит, помимо того, что мы можем продолжать заниматься по урокам, да, мы можем, например, поиграть. Например, бой с динозаврами. То есть очень Выбери интересная динозавра программа для боя. именно вот для первых классов. И очень хорошо она бы пошла для детских садов. Вот мы сейчас говорим о школах, но моя Тираннозавр. позиция такова, Анкилозавр. личная позиция, что мы Подойди опаздываем так по близко к отношению к динозавру, детям как ты где-то осмелишься, примерно года на затем 3-4. попробуй напугать их. Потому что есть Чем ты дети, больше, которые тем уже в страшнее. 3 года, в 2 года уже читают. А мы к ним со своей информацией приходим как столетние совсем, девочка. старики. То есть он уже давным-давно созрел, а мы к нему еще даже не пришли. Это вот я сейчас вам покажу, как это происходит, борьба. Выбери Да? динозавра для боя. Анкилозавр. Я вообще стою за то, чтобы проводить мастер, значит, в первую очередь, наверное, все-таки для заведующих детских садов. Потом уже для педагогов этих детских садов проводить эти вот... Вот, значит, смотрите, здесь можно топать, можно, значит, ударить динозавра, можно извергнуть огонь. Это все озвучено, очень интересно. И если ты Не совсем, динозавр тебя девочка. прогоняет, значит, он тебя победил. Если ты динозавра прогоняешь, то ты его. Детям это очень нравится. Бой с Здесь динозавром. можно посмотреть прогресс. То есть, значит, сколько уроков пройдено? Пройден 1 урок. Сколько динозавров побеждено? Сколько в процессе игры съедено фигур? Сколько битв выиграно? То есть, как бы, небольшая такая статистика. Учи играть. Так, можно играть. Значит, тоже динозаврики, разные Выбери уровни. динозавра, Вот, допустим, с динозаврик, которым анкилозавр. этот, он самый слабый. Слабость его Анкилозавр. заключается в том, что у белых и у черных позиция на доске очень сильно отличается. То есть ребенку важно показать, что имея преимущество на доске, вот, допустим, я хожу пешкой, крайней пешкой, да, достигаю поля 8-го, могу сразу превратиться в ферзя, например, да, смотрите внимательно, выбираю ферзя и уже имею колоссальное преимущество. Но я понимаю, что я одним ферзем справиться не могу, я, значит, веду 2-го ферзя. То есть веду 2-го ферзя, чтобы быстрее получить
преимущества. Вот смотрите внимательно. Я детям объясняю, что двигаться к ферзю уже опасно. Мы должны ликвидировать угрозу. Убираем эту пешку, съедаем. Съедаем тоже эту угрозу. Вот. И уже, не имея никаких угроз, мы проводим опять ферзя и уже пытаемся его мотовать. Шах. И пытаемся мотовать по кратчайшему пути. Смотрите внимательно. Раз. Шах. Это шах и мат. И мат Ты получается. выиграл. Динозаврик плачет. Дети это видят, и у них какое-то вот чувство радости, что ли, появляется. То есть, что они победили такого большого динозавра. То есть, для детей динозавр это очень, так скажем, ну, что-то вот огромное, что-то сверхопасное. Вот я, например, будучи со своим ребенком в Ярославле, водил его в музей, когда я ему предложил, значит, давайте посмотрим, сходим, оружие, мечи, он мне сказал, знаете что, меня это не интересует. Я говорю, хорошо, что вас интересует, молодой человек? Он говорит, природа. И вот когда мы зашли в отдел природы, там, значит, о Ярославской области говорил, начиная все от динозавров, и вот когда мы перебрались на второй этаж, а там тоже динозавры, но только в уменьшенном виде, коллекция жуков, да, вот, восхищения не было предела. То есть он мне говорит, папа, когда я приеду домой, я переименую свой город Лего-Сити в Ярославль. То есть на самом деле для меня лично, как для родителя, вот, потенциальное развитие своего ребенка очень важно. Вот данная программа очень интересная программа. Многие ее используют в педагогике. Ну Прогресс. да, необходимо действительно рекомендовать такую программу. Детские сады и школы. Особенно, да, в детские сады и начальные школы. Да, хорошо. Может быть, у нас Андрей Федорович может к нам подключиться, все-таки не может, да? Ага. Ну, очень жаль, конечно, потому что тоже хотелось бы услышать. А может быть, как-то позвонить ему можно? Ну, его не будет никто слышать, да. Не будет никто слышать? А у нас там еще Ганеева была, Анна. Да, из Усть-Цилимской школы, если, может быть, Анна Ганеева может к нам через скайп подключиться, то Там... или Андрей Федорович, или Анна, мы были бы рады услышать, конечно, у нас опыт как-то раньше других было... муниципалитетов. Ну вот, да, тоже говорят, что интернета нет. Но если раздать, бесполезно. Это у нас проблемы с Да, интернетом? что-то, да, видимо. Очень плохо получилось, да? Неудачно. Ну что, там... да, какие, то есть основные вопросы-то, вот, которые нам тоже задают педагоги республики, это все-таки вот как можно, да, закупать наборы шахматные, как можно литературу закупать, вот это самые сложные вопросы. Ну вот то, что в пример привел Владимир Борисович, да, мы все-таки должны использовать любой опыт, да, и любые возможности, потому что только от нашего энтузиазма, да, будет зависеть развитие шахмат в Республике Коми. Я бы, может быть, еще бы как бы подчеркнул такой момент, что прежде чем чем-либо заниматься, мы должны для себя очень четко представлять и понимать, каковы цели и задачи. И вот если мы понимаем, но не до конца, то, значит, мы будем всегда наталкиваться на какие-то проблемы в отсутствие средств, каких-то еще моментов, еще каких-то моментов. Лично вот я активно начал заниматься шахматами только тогда, когда я понял и осознал, как родитель, что моему ребенку нужно какое-то увлечение. Причем оно должно быть положительное, и каким-то образом я должен принимать в этом участие. Но коль скоро это я с первого класса занимаюсь шахматами, я так понял, что все-таки шахматы я смогу больше дать, и для него это будет очень полезно. Помимо всего прочего, я как родитель понимал, что мне необходима и физическая подготовка. То есть у нас в первом классе было порядка 5 видов деятельности. Одна из них умственная, и остальные все, одна творческая, тоже рисовали, ходили. Но я хочу сказать вот о чем, что вы должны как педагоги понимать цель. Какова цель? Ради какой цели вы это делаете?
И тогда я думаю, что все остальное как бы прирастет. Да, действительно так. И, уважаемые коллеги, вот хочу еще раз поставить, да, акцент, о котором говорил Владимир Борисович, что занятие шахматами, оно существенно влияет на все сферы познавательной деятельности учащихся. Да. И вот Владимир Борисович приводил статистику о том, что до 30, до 30-40%. некоторых даже 40%, да, повышается успеваемость по всем предметам, когда мы вводим курс шахмат. Да, да. Вот, да. Поэтому, конечно же, мы не просто заинтересованы в том, чтобы шахматы в школу реализовывался этот проект, да, мы заинтересованы в том, чтобы в нашей республике было качественное образование по всем направлениям. Ну а шахматы – это просто прекрасный такой проводник в этот высокий уровень образования. И успеваемости детей. Да. Вот можно посмотреть, есть ли у нас вопросы в чате? Нету. Вопросов в чате нет, нам говорят. Но, тем не менее, уважаемые коллеги, если у вас будут вопросы, мы видели там более 20 зарегистрировавшихся на сегодняшний круглый стол. У вас из письма, из которого вы проходили по ссылке регистрации, есть все наши контактные данные, телефоны, электронные адреса. Вы, пожалуйста, пишите, звоните. Мы будем вас соединять с Шахматной Федерацией Республики Коми и отвечать на те вопросы, которые, может быть, по каким-то причинам сегодня не удалось вам задать. Я готов выехать в любую школу Республики Коми, может быть, даже как-то и с проведением там каких-то открытых уроков. Вот. Может быть, если у нас есть представитель, скажем, в вашем районе или в вашем городе, то может приехать и он. Если школа заинтересована, то мы можем найти контакт, взаимосвязь с вами. Мы готовы к сотрудничеству. Да, большое спасибо, Владимир Борисович, большое спасибо, Наталья Степановна, большое спасибо, Иван Николаевич. И Ивану всем, Николаевичу огромное спасибо. Да, очень приятно видеть молодых энтузиастов, да, молодых педагогов, которые берут на себя эту важнейшую миссию на сегодняшний день. Спасибо всем, кто нас смотрел.